за мужность, героизм и подвиги, проявленные в боях с ворогом, за отданість комуністичної партії Радімі, залічить навечно у списи особного батальона морской пехоты Тихоокеанского флоту гвардии сержанта Александра Григоровича Гарченку. Так написано у загаде министра военно-морского флоту адмирала Юмашова. У 1932 году Александр паспяхова скончыў семігодку, стаў служыць у морской пехоте, з'яўляўся выдатнікам баявой і палітычнай падрыхтоўкі. 8 жніўня 1945 года Советский Союз объявил войну Японии. На далеко-усходний театр войны было перекинуто и подразделение Александра Гарченки. У выключно тяжких умовах наша армия нанесла сокрушальный удар по японских узброенных силах. У одним з боев, притиснутое до моря подразделение нашего земляка, вело неровный бой с перезаходящей силой ворога. Заходячи кров'ю, воїни стали насмерть і не ведали, що вось-вось прийде підмацування, а звірели японські самураї насядали. У самий критичний момент боя на батом прогучала команда Александра Гарченки. За спиною мора, за ворожим кольцом наше. Наперед, товарищи! У ход пошли опошні гранаты, патроны, приклади автоматов, але силы были неровные. Допомога пришла, але было уже поздно. Усе бойцы подразделения, а разом с ними и командир Александр Григорович Гарченко, загинули смертью герою. Мать героя Олене Тимофеевне, брату-инвалиду Леониду Григоровичу, сестрам Агафье, Софье, Лидии и Марии, солдаты подразделения, у яким служил Александр, часто пишут письма. У одним из них, на имя Марии Григорьевны, пишет: «Дорогая Марина Григорьевна, подвиг вашего брата з'являється для усіх нас натхняючим прикладом відданості Радімі, своєму воїнському обов'язку. Олександр Григорович завсёды з нами. Його ложик стоїть у центрі казарми. Над ложком висить портрет героя і описання його подвига. Щоденно на вечірній проверці його ім'я називають першим. Молодому пополнению у первый же день по прибытию у подразделения рассказывают о подвигах вашего брата, об уходе служить у подразделения, по якое герой заличено навечно. Имя героя Александра Григоровича Гарченко золотыми литерами написано на мемориальной дошці, якая установлена у Музее узброенных сил СССР в Москве. Так герои войны не помирают.